В итоговом документе саммита послания говорится, что человеческая жизнь ценна как великий дар Божий. В странах, где человеческая жизнь ничего не стоит, там гибнет и вера. Пример Косово. Там умирают люди и гибнет православие. Но что воцаряется вместо? Другая религия? Нет. Воцаряется жадность и небрежение к людям, к их жизни и их вере. Из Косово приехал Иван Егоров. Косово называют сегодня сербской Голгофой. Православных сербов здесь с каждым годом становится все меньше. И если до войны население края составляло около 1,5 миллиона человек, из которых 350 тысяч были сербы, то сейчас их осталось меньше 100 тысяч. Зато албанцев уже больше 2 миллионов. Сербы вынуждены жить в компактных анклавах, фактически гетто, под круглосуточной охраной сил КФОР и международной полиции. Правда, это не спасает сербов от регулярных нападений албанских боевиков. И в результате практически каждую неделю здесь происходит убийство или бесследно исчезают люди. Митровица – самый большой сербский анклав Косово с населением в 15 тысяч человек. Но даже здесь сербы не могут чувствовать себя в безопасности. Вот за этим мостом живет 200 тысяч албанцев, которые считают, что весь город должен принадлежать только им. Снайперы и пулеметчики на крышах вдоль реки Ибар – типичная для Митровицы картина. Чтобы выдавить сербов из Косовской Митровицы, албанцы не гнушаются ничем, начиная от обстрела из снайперских винтовок и гранатометов и заканчивая сливанием химикатов в районе водозабора, который питает сербскую часть города. Всех приезжих первым делом предупреждают: воду из-под крана не пить, даже кипяченую. Албанцы пытаются уничтожить сербов не только физически. Они хотят искоренить сам сербский дух на этой земле, уничтожая средневековые храмы и монастыри. Вот что осталось от храма Параскевы Пятницы в Петриче. Албанцы обычно растаскивают разрушенные церкви по камням на строительство своих домов и мечетей. Но эти развалины они, видимо, оставили в назидание сербам. А это уже небольшой косовский поселок Зочище. Всего 3 километра от Араховца, где расположен штаб австрийских миротворцев. Еще несколько лет назад здесь стоял знаменитый монастырь и храм Козьмы и Демьяна XIV века. Кроме уникальных фресок и икон, в нем находились и мощи святых Козьмы и Демьяна. Первый раз албанцы напали на храм еще в 98-м. Тогда монастырь уцелел, но все монахи были арестованы. Они чудом остались живы. Но уже через год монастырь был полностью уничтожен. Его заминировали и взорвали фактически на глазах у натовских миротворцев. Сейчас это первый храм Косово, который начали восстанавливать. Но гарантии, что его не взорвут снова, нет никакой. У вас Русь, скажу, мы победим. А Христос сказал: не бойтесь, малое стадо, я победил мир. Не бойтесь, мало стада. Если будет на то воля Божья, то мы снова будем служить здесь божественную литургию, а монастырь снова наполнится монахами и народом. Монастырь будет полон монаха и народа, который будет долазить. Но даже под охраной австрийских сил КФОР отец Петр и паломники не чувствуют себя в безопасности. За стеной монастыря албанская территория. Вот здесь будут строить дома для сербов-беженцев. А сейчас нам нужно поспешить, потому что если с нами не будет вооруженной охраны, то мы тоже можем стать мучениками. Призрен издавна был центром православия и одним из главных сербских городов в Косове и Метохии. Сейчас здесь не осталось ни одного православного храма и ни одного серба, за исключением нескольких монахов, живущих в разрушенном монастыре святых архангелов под Призренью. Именно здесь служил сербский новомученик иеромонах Харитон, который в 1999 году был похищен албанцами и обезглавлен. Он был похищен албанскими террористами из армии освобождения Косово через 2 дня после того, как сюда вошли силы КФОР. Изуродованное тело нашли в общей сербской могиле на мусульманском кладбище в Призрени только через год. Опознали по рясе, удостоверению четком. Головы не нашли. Позже тело отца Харитона было вывезено в Большую Сербию и захоронено здесь, в монастыре Церна-Река, где он когда-то и начинал свое послушание. Официальной канонизации отца Харитона еще не было, но православные сербы уже почитают его как святого. Преступники, убившие отца Харитона, до сих пор не обнаружены, как не обнаружены и остальные злодеи, убивающие сербов в Косово и Метохии. Хотя все албанцы, а также иноземцы, присутствующие на нашей земле, знают, кто стоит за этими преступлениями, но такова политика, для того, чтобы исчезло даже сербское имя здесь.
В марте 2004-го албанские боевики попытались окончательно очистить Косово от сербов. Только за один день было уничтожено 36 храмов, сожжены сотни домов, убито несколько десятков сербов, сотни раненых. И все это с молчаливого попустительства американского командования сил КФОР. Никто не ожидал, что на защиту сербов станут некоторые европейские контингенты. Когда албанские боевики напали на монастырь Высокие Дичаны, его охранял обычный блокпост итальянских десантников. Даже потеряв несколько человек убитыми и ранеными, итальянцы не отступили и защитили православную святыню с живущими в ней монахами. После этого боя 12 итальянских солдат крестились здесь в православие. Главная святыня монастыря – мощи святого короля Стефана Дичанского, которые, по словам монахов, обладают воистину удивительной силой. Мощи находятся здесь с XIV века. С тех пор монастырь ни разу не был разграблен или осквернен. Кроме итальянцев, за последний год в Дичанах крестился американский солдат, немец турецкого происхождения и даже тайно албанец. На прошлой неделе сербская церковь отмечала Видовдан, годовщину героической битвы на Косовом поле. 7 веков назад дружины сербского князя Лазаря дали бой превосходящим несколько раз войскам турецкого султана Мурада I. По преданию, у сербов был тогда выбор – сдаться и получить царство земное, или стоять насмерть, но обрести царство небесное. Сербы выбрали небесное. В 1389 году именно на этом месте произошла знаменитая Косовская битва, которая стала символом борьбы за свободу и независимость сербского народа. В году 2006 сербы поминают своих погибших предков и, как много веков назад, вынуждены доказывать свое право жить на родной земле. Сербские флаги появляются здесь только раз в году. Все остальное время монумент на Газиместане остается обычным блокпостом сил КФОР. Даже сербский патриарх Павел вынужден передвигаться по этой земле в сопровождении итальянских карабинеров и полиции ООН. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница тоже приехал в этот день в Косово. Правда, перед Приштиной дорогу ему перегородили сотни албанских националистов. Проехать удалось только при поддержке бронетехники миротворческих сил. После литургии в Граченице Воислав Каштуница заявил, что Косово всегда было и всегда будет частью Сербии. Мой глаз. Я прошу братский русский народ молиться за многострадальный народ сербский. Великий русский народ может много сделать для того, чтобы честно и справедливо разрешилась эта косовская проблема. Потому что если произойдет провозглашение так называемого независимого Косово, то это будет новый сербский исход. А что касается албанского народа, то пусть он получит то, что имеют нацменьшинства в других странах, не меньше и не больше. В Сербии и Черногории всегда любили говорить: нас и русских 200 миллионов. Когда на аэродроме Слатина в 1999 году появились российские десантники, сербы плакали и говорили: русские спасут нас. Русские не спасли. Наших миротворцев поставили в те районы, где жили только албанцы. В 2003-м российские голубые каски вообще ушли из Косово. С тех пор положение только ухудшилось. Но православные сербы продолжают надеяться на Бога и на Россию, которой, по их мнению, по силам решить косовскую проблему. Иван Егоров, Андрей Глухов, «Русский взгляд», Косово и Метохия.